Культура – это не количество прочитанных книг, а понятых. Очень точные слова Фазиля Абдуловича, как нельзя широко передающие смысл важного, но нематериального. Как раз именно неосязаемым, но основополагающим человеческое существо духовностью Фазиль Искандер красной нитью пронизывает любые строки, от философских сказок, мемуаров, сатирических произведений до притч или эссе. В этом была его необыкновенная сила. Тонким пером писать то, что точно и правдиво передавало многогранную жизнь абхазов, их традиции, мироощущения, конечно же, достоинства и недостатки. Мир героев Искандера – Абхазия, а сама Абхазия – это модель мира для Искандера. Чегем – это не географическая локация, это нравственно-философское понятие. Искандер корневым образом связан с культурой, мифологией, сознанием абхазского народа. Он черпает вдохновение и смыслы из нарского эпоса, из традиционной культуры. Именно поэтому в нем, в его произведениях живет неукротимый дух свободолюбия. Фазиль был разным в разные годы и периоды жизни и творчества. И все-таки для нас это писатель счастья, живущий по законам счастья, писатель наивной, радостной веры в перемены к лучшему. В чегеме Фазиля Абдуловича, как в капле воды, отразились все страсти минувшего века и сюжеты существования, отметил директор Росдрама Ираклий Хинтба, подчеркнув, что Искандер умело создавал острую сатиру, не остерегаясь сумрачного взгляда политиков. Если он и ощущал иногда на себе взгляд государства, и это, как он сам пишет, порой был взгляд сумрачный, подозрительный, но очень часто государство улыбалось ему, кстати, он был этому очень рад. А в последний период его жизни улыбалось достаточно часто. Ему вообще не были свойственны крайности. Он был вне, над, смотрел со стороны, как мудрый наблюдатель. Мир героев Искандера – это Абхазия. Потому понятия совести, чести, человеческого достоинства, дома, свободы и нравственности являлись сквозными темами его многолетнего, богатого творчества. Об этом в своем видеообращении сказала народная артистка Абхазии и России Хибла Гирзмава. Для меня великое счастье, что я хотя бы немного жила с ним в одно время, с этим великим, потрясающим человеком. Я абсолютно счастлива, что в городе Сухум, в Абхазии, есть русский драматический театр имени Фазиля Искандера, и что они так красиво будут праздновать сегодня его юбилей, а дальше вся Россия посмотрит эти потрясающие спектакли. Я всех поздравляю, я всех обнимаю, ваша Хибла Гирзмава. Творчество Фазиля Искандера стало примером высокого мастерства. На его наследии сегодня растет новое поколение литераторов, говорится в поздравительном адресе от имени министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, которая также поблагодарила театр за постоянное внимание к творчеству писателя. А вот сейчас Йоган по-братски, прошу аккуратно. Йоган, давай. Йоган, раз, Йоган, два, Йоган, три, Йоган, четыре, плантации твои. Ну что, будешь играть дальше? Играю. Подожди, играй. Давай. А что станешь-то? Я табачный склад ставлю. Пойдем? Давай два табачных ставим. Хорошо, два. Подожди, два. Давай, играй. На сцене Росдрама красовались чегемские герои. Актеры сыграли индурцев и показали всю особенность их бытия. Ну что, чаще пищи и снимай вещи, да, дорогой? Я в проигрыше. Зрителям продемонстрировали самые яркие отрывки из спектаклей «Широколобые», «Софичка», «Кролики и удавы», «Игроки», рассказ Мола Старого Хабуга. Между отрывками артисты читали стихи и высказывания Искандера из прозаических произведений. Книги Искандера переведены на многие языки. И вот один немецкий переводчик Саша Кемпфе, прочитав роман Сандро, спрашивает: «Индурцы – это евреи?» Начинается, решил я. Вспоминал об этом случае сам писатель. Индурцев и кенгурцев я придумал еще в детском саду. Мой любимый дядя хохотал над моими рисунками, где я изображал бесконечные сражения двух придуманных племен. Индурцами могут быть представители любой нации. Индурцы – это и наш предрассудок, чужие, и образ дурной цивилизации, делающий нас чужими самим себе.
Однажды мы можем проснуться, а кругом одни индурцы. Из этого не следует, что мы не должны просыпаться, а следует, что просыпаться нужно вовремя. Ты победишь свой век, сам к веку пригвожденный. Но совесть, человек, оставь непобежденный перед любым концом, не сломленный ветрами. Стой, человек, с лицом, не тронут, как пламя. Юбилейный год Искандера в Росдраме отметят широко. 8 апреля «Софичку» покажут в Москве. Затем театральная труппа примет участие в вечере памяти Искандера, организованного при поддержке московской абхазской диаспоры. Осенью в Абхазию приедут студенты Щепкинского театрального училища и в рамках лаборатории Сандро покажут постановку по произведению Фазиля Абдуловича. И это далеко не все. Юбилейный вечер стал единым спектаклем из 5 постановок. Зрители накрывали эмоции, словно волны, затрагивая самые дальние струны души. Таков пронзительный мир Фазиля Искандера. Асида Малия, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.